вами на связи Сергей Шумелов, и в этом видео я хочу с вами поговорить о целях. Как часто бывает так, что мы ставим цели, вроде бы они и прописаны у нас, все уже готово, но появляются различные обстоятельства. Так что нужно делать для того, чтобы они исполнялись? Потому что многие пишут цели, мечты, желания, но большинство людей их не достигает. И вы знаете, этот вопрос меня тоже оставил в тупик, и какое-то время назад так же со мной происходило. Мы даже пишем конкретно, как нас обучают, да, надо написать конкретно дата, месяц, все это написано, все идеально, план симпатично, все. Но, итак, цель. Так почему же они не исполняются? Почему так происходит, что они не выполняются у большинства людей? И ответ очень простой. Да, мы пишем их, но мы никогда не договариваемся с этим. Получается, вот как часто у вас такое бывает, ты просыпаешься утром, ты понимаешь, что тебе надо встать в 5:30, но ты такой лежишь, нет, еще посплю чуть-чуть, ну еще чуть-чуть. И уже первое из того, что вы запланировали, допустим, вы запланировали встать в 5:15, а вы встаете уже в 5:40 или там в 6 часов. Считайте, вы уже не выполнили одну из своих целей. Нужно себе уметь говорить «нет». Нет, хватит лежать, нет, хватит. Все, я готов действовать. То есть вы должны вскочить и начать действовать. Многие вещи можно использовать для того, чтобы уметь договариваться с собой. Одно из слов – это «нет». Также можете себя как-то сконтролировать, определенную похвалу. Допустим, если сделаете какие-то действия, там, допустим, если я пробегу сегодня 5 километров, значит, я там куплю себе мороженое. Или позвоню там 10 друзьям, да, то я схожу в кафе. То есть выбирайте для себя какие-то награды за каждое действие. Но если у вас это до сих пор не будет получаться, я вам расскажу одну технологию, с которой с вами поделюсь в следующем видео, как непосредственно сделать так, чтобы это все выполнялось. Потому что новую методику эту начал использовать, и сразу вырабатываются некоторые привычки. А какие это привычки, вы узнаете скоро.